Алиментное обязательство. То есть родители обязаны содержать своих детей. Если ты вступаешь в какие-то половые отношения с женщиной, и ты предполагаешь, что там ребенок родится, то ты должен понимать и принимать на себя ответственность. Женился ты на этой девушке или не женился, но ребенок рождается, и за ребенком нужно ухаживать, достойную жизнь обеспечивать. Итак, по закону, какие процентные соотношения в оплате алиментов? Если мы говорим о детях. Если один ребенок, то 1/4 до достижения 18-летнего возраста. Если двое детей остаются с кем-то из родителей, то другой родитель оплачивает 1/3. Если 3 и более детей, то половина. Теперь вопросы возникают, а должен ли родитель оплачивать обучение в высшем учебном заведении ребенку? Да, должен. До достижения 21 года родитель должен оплачивать в твердой денежной сумме обучение в высшем учебном заведении по очной форме обучения. Это с одной стороны, то есть когда родители оплачивают алименты своим детям. С другой стороны, дети, уже совершеннолетние дети, трудоспособные дети, обязаны заботиться о своих пожилых, нетрудоспособных родителях. И эта обязанность закреплена не только моралью, нравственностью, какими-то религиозными предписаниями, но также и светским законом. Таким образом, если ребенок уклоняется от поддержания, содержания своего нетрудоспособного родителя или родителей, то суд может в твердой денежной сумме возложить на него обязанность, на этого ребенка или на детей, содержать нетрудоспособного родителя или родителей. Бывает исключение. Может суд отказать в данном исковом заявлении, если отец или мать, эти нетрудоспособные, были в свое время лишены родительских прав, либо они сами в свое время уклонялись от содержания этих самых детей, когда они были маленькими, то есть уклонялись от уплаты алиментов, несмотря на то, что были решения судов и так далее. Суд может отказать в иске. Но, как правило, так не бывает. А как контролировать уплату алиментов? Работодатель, то есть организация, должностные лица организации, обязаны сообщать судебному исполнителю о размере заработка сотрудника. И, естественно, если, допустим, сотрудник увольняется или переходит на другое место работы, то этот исполнительный лист он должен быть передан по следующему месту работы. Если работодатель уклоняется от того, чтобы предоставлять информацию судебному исполнителю о заработках сотрудника, то этот директор или этот бухгалтер этой компании несут административную ответственность за это.